Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. В Якутии завершен капитальный ремонт 56 школ. На реализацию программы в республике было выделено более 2,5 миллиардов рублей федеральной субсидии. В Якутии зафиксировали превышение эпидемического порога по ОРВИ. Против гриппа планируют привить не менее 60% населения. Одна из крупнейших библиотек на северо-востоке страны сегодня отмечает 98-й день рождения. «Гуляй, студенты!» Более 3700 студентов приняли участие в представлениях на ежегодном традиционном празднике День первокурсника СВФУ. В Якутске стартовал всероссийский турнир по самбо памяти Героя России Александра Рыжикова. Участие принимает и сборная Монголии. В Якутии завершен капитальный ремонт 56 школ. В текущем году по республике обновлены 56 школ в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». На сегодня капитальный ремонт проведен в объектах общего образования 26 муниципальных образований. Также по графику завершится ремонт в Арктической гимназии Булунского района. Как отметил ранее глава республики Айсан Николаев, благодаря этой программе, инициированной президентом России Владимиром Путиным, не только в больших городах, но и в самых отдаленных селах полностью преображаются школы. На реализацию программы в Якутии было выделено более 2,5 миллиардов рублей федеральной субсидии. Обновленная столовая, современная спортивная площадка и комната психологической разгрузки. Это далеко не все сюрпризы, которые ожидали учеников школы номер 2 города Алдан в новом учебном году. Как идет процесс получения знаний в изменившихся условиях, узнали наши корреспонденты. Сегодня на завтрак в школе номер 2 плов, чай, хлеб и сдобная булочка. На больших переменах в столовую приходят подкрепиться порядка 800 мальчишек и девчонок. Уже поспевает и обед. Повара обеспечивают школьникам двухразовое питание. Первое и второе – салаты, выпечка, напитки. Все блюда готовятся параллельно. Благодаря новому оборудованию производственные мощности столовой увеличились, а процесс приготовления упростился. Работает лучше, чем было, потому что оборудование новое. На всем этом мы уже работали и раньше, поэтому освоили мы его быстро. Все классно, все хорошо. В ходе ремонта школьная столовая была оснащена новым производственным и технологическим оборудованием. В пищеблоке имеются овощной и мясной цеха. Подсобные помещения обустроены согласно санитарным нормам. Кроме того, заменены системы водоснабжения и вентиляции. Закупка оборудования у нас началась уже в декабре прошлого года, потому что это было несколько лотов, это большие суммы, это большой объем по замене. У нас практически 100% заменено оборудование, все на новое столовое оборудование. Кроме этого, у нас были по предписанию Роспотребнадзора замечания. В частности, например, у нас отсутствовал вообще по проекту, изначально отсутствовал мясной цех, который мы должны были оборудовать. К началу нового учебного года преобразилась не только столовая. Наряду с капитальными работами и косметической отделкой в классах была обновлена мебель, а также закуплено оборудование. В этом кабинете при поддержке одного из предприятий Алдана разместилась комната психологической разгрузки. Новые горизонты открылись для юных спортсменов. Располагающаяся на территории школы спортивная площадка была реконструирована. И у нас еще был большой по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» многофункциональная спортивная плоскостная площадка. Тоже чему мы рады, потому что она у нас была по проекту, была изначально с 1987 года она. Но капитальный ремонт проведен только сейчас. И, безусловно, мы все очень рады этому и пользуемся, и возможности у детей стали шире, и учителям физкультуры проще, и красиво, нарядно и полезно. Наряду с обустройством площадки и переоборудованием столовой в летний период в школе проводились иные виды работ. Активное участие в ремонте принимали технические работники школы. Их стараниями кабинеты и коридоры стали чистыми и уютными. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В свою очередь, глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк ознакомился с ходом ремонтных работ на объектах образования в поселках района. Подробности рабочей поездки в нашем следующем материале. Всего ремонтными работами в этом году охвачено 14 объектов образования Нерюнгринского района. Свою рабочую поездку Роман Щегельняк начал с поселка Чульман, где в детском саду «Лесная сказка» полным ходом идут ремонтные работы в бассейне. Также запланирована установка специализированных детских площадок на территории для прогулок. Впервые делается капитальный ремонт бассейна.
начиная от пол, чаша, стены, электрика. То есть и мы планируем, что в октябре дети будут купаться в новом бассейне с современной вентиляцией, с современным оборудованием. В поселке Серебряный Бор глава района обсудил планы ремонтных работ в средней школе номер 14, которая включена в федеральную программу модернизации школьных систем образования. Посмотрели, что нам предстоит сделать в этой школе, прежде всего отопление, замена окон, горячую, холодную воду. И также надеемся, что данная программа не претерпит изменений и в полном объеме будут выделены средства. Это если также будет 120 миллионов будет выделено. На 2 года мы здесь тоже затеемся с капитальным ремонтом школы. В этом случае будут отремонтированы и коридоры, и замена всех внутренних дверей, и благоустройство территории в том числе. Ремонт еще в одном детском саду «Малыш» в городе Нерюнгри также находится под контролем районных властей. В этом году там проделана очень большая работа, в том числе по ремонту кровли. Далее это замена окон всего здания. Здание большое, трехэтажное, самое крупное в городе, соответственно, и объемы работ были большие. Вот. Ну и третье – это, значит, фасадные работы. Здание приобрело совершенно новый красивый вид и с утеплением с северной стороны. Также глава района Роман Щегельняк посетил объекты образования в Золотинке, где отмечен ряд проблемных моментов, которые находятся под контролем муниципальных властей. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. А вот жители дома по улице Рабочая, 3 в Ленске негодуют. Несколько квартир при опрессовке системы отопления залило водой. Кто виноват в беде проживающих в этой многоэтажке, предстоит разобраться. У всех своя правда. Только страдают от этого 67 семей, которые остаются до сих пор без отопления. Середина сентября. Ночами температура на улице понижается уже до 0, а жители дома по улице Рабочая, 3 до сих пор не подключены к теплу. Причиной тому стал ремонт системы отопления, который начался как раз перед началом отопительного сезона. Почему так поздно, мы спросили у подрядчика. Прошлый год сказали, делайте и ТП, и радиатор повесьте. Остальные в этом году мы долго так затянулись, потому что летнее время половины народа нету. В отпусках, на разъездах, дачах, отпуск в квартирах нету. Вот только начали допускать нас в квартиры, поэтому мы задержались. Практически во всех квартирах на момент опрессовки системы были срезаны все регистры и трубы. При подаче воды несколько квартир залило грязной ржавой водой, которая лилась и сверху, и снизу, с сильным напором воды смывая всю на своем пути. Сегодня дали опрессовку. И вот что творится. Это у меня 3-й этаж. У меня все мокрое, все у нас полы вздыбились, потому что все это, и вся мебель, все замочено после вчерашнего. Да? Мы живем, а куда нам уходить? Я зашла в квартиру, тут 2 сантиметра воды, во-первых, на полу, линолеум подсплыл, а вода хлестала вот с той трубы. Ну, тут тоже на видео все есть, как бы. Там наверху я еще даже не лазила, не протирала, там вся ржавчина, и вот это вот мне вчера уже не до этого было, силы уже не было. Оказалось, что на момент проведения опрессовки системы отопления заглушка в дом была не перекрыта. Вина управляющей компании со своей стороны, да, в плане того, что, значит, паспорт готовности на этот дом не подписан с учетом производства работ. Соответственно, тепло нельзя было сюда запускать. Узел учета находится в ведении управляющей компании. Ключи от узла учета у них. Представители управляющей компании не согласны с обвинениями. О том, что в доме идет ремонт, рассказывает Алена Анатольевна, они не были уведомлены. 18 августа неизвестным нам подрядчиком был осуществлен срез труб системы отопления в квартирах, который в свою очередь не завершил ремонтные работы. Причиной аварийной ситуации МКД по адресу улица Рабочая, дом 3А стало халатное и недобросовестное отношение подрядной организации и представителей муниципального образования город Ленск, которые недолжным образом отнеслись к проведению запланированных ремонтных работ. В результате, пока все перепираются и ищут виновного, жители 10 квартир до сих пор сушат вещи и мебель. И всем домам ждут, когда же их подключат к теплу. Сегодня подрядчик наконец-то приступил к работе, обязуется закончить к концу сентября. Пока просит жителей быть терпимее. Под контролем этот вопрос держит заместитель главы города Илья Крамынин. Еще больше ужесточу контроль за действиями подрядчика. Ежедневно мы будем с ним проговаривать ход производства работ. Вот. А касаемо жильцов, которые не пускают в свои квартиры подрядчика, соответственно, мы им направим уведомление или отберем у них заявление о том, что они несут полное бремя самостоятельной ответственности за прохождение в данном отопительном сезоне.
Пострадавшие жители обратились к городским депутатам за помощью. Также готовят документы для подачи в суд. Ведь кто-то должен нести ответственность за произошедшее и компенсировать людям понесенный ущерб. Светлана Полеева, Виталий Андреев, Ленск. Перейдем к эпидобстановке. В Якутии за прошлую неделю зарегистрирован 3851 случай ОРВИ, что выше эпидпорога заболеваемости по совокупному населению на 26%. На территории региона циркулируют вирусы негриппозной этиологии, риновирусы, вирусы парагриппа, РЦ-вирусы, аденовирусы и боковирусы. В Роспотребнадзоре напомнили, что наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. В республику поступило 207 810 доз вакцин против гриппа. Планируют привить не менее 60% населения. Также в столице Якутии начал сегодня работу 4-й съезд терапевтов республики с международным участием. Съезд посвящен 150-летию со дня рождения выдающегося русского терапевта Семена Зимницкого. О программе съезда расскажет Марфирина Алексеева. В программе конференции представлен широкий спектр вопросов лечения и диагностики, а также передовой опыт российских и зарубежных коллег. Участники получат возможность обменяться опытом, узнать о последних достижениях в сфере терапии и обсудить проблемы, связанные со многими заболеваниями. Кроме того, участие специалистов из России и других стран позволит расширить горизонты и углубить знания в области клинической медицины. Такие мероприятия очень полезны в том плане, что не каждый врач может выехать за пределы, скажем, Якутии, да, и пройти обучение, или все-таки в онлайн-режиме обучения оно не то. Все же очный формат, он является наиболее доступным, легко усвояемым материалом. То есть на съезде будут представлены самые новейшие клинические рекомендации по диагностике лечения, диагностике и лечения внутренних болезней. То есть мы узнаем самые современные тенденции в терапии внутренних болезней. На протяжении 2 дней на 4 площадках будут презентованы наилучшие практики лечения и профилактики самых распространенных заболеваний, таких как ожирение, остеопороз, язвенные заболевания внутренних органов, сердечно-сосудистые болезни и другие. К примеру, в Якутии в последние годы растет статистика заболевания сахарным диабетом. В докладе на эту тему будут представлены особенности диабета 2-го типа в якутской популяции. У нас будут затронуты темы самоконтроля сахара в крови. Мы озвучим сегодня какие цифры по распространенности сахарного диабета. Также будем говорить о суточном мониторировании глюкозы, о ведении пациентов с коморбидной патологией при сахарном диабете, о тех внедренных, но тем не менее новых методах, которые уже возымели какой-то эффект, и мы имеем какой-то опыт, с которым можем поделиться. Количество участников конференции составило более 600 специалистов очно, а онлайн-формат собирает более 1000 медицинских работников. Организатором мероприятия выступает Министерство здравоохранения республики, а также Якутское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Пришла осень, а с ней и сезонные вирусные заболевания. Пора задуматься о профилактических мерах. Медицинский осмотр, а также дополнительные методы обследования можно пройти в рамках плановой диспансеризации. Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно в возрасте от 40 лет и старше. Врачи рекомендуют не пропускать профилактические мероприятия, так как они помогают выявлять возможные проблемы, заболевания и факторы риска их развития на ранней стадии. Так, например, Якутская городская больница номер 3 очень серьезно относится к проведению диспансеризации, обязательно напоминая своим пациентам своевременно проходить медосмотры. В диспансеризацию входит анкетирование, расчет антропометрии, общий анализ крови, определение холестерина, глюкозы, онкоцитология у женщин, осмотр акушера, ЭКГ, ФЛГ, измерение внутриглазного давления 40 лет, определение сердечно-сосудистого риска по возрастам, определение кала на скрытую кровь, маммография 40 лет, определение ПСА, анализ. 37-летняя жительница алмазной столицы Светлана Маркова станет почетным донором России. Молодая женщина в 40-й раз сдала кровь. Об активном доноре и донорстве в Мирнинском районе в целом смотрите далее.
Служба донорства – это очень ответственная отрасль медицины, ведь в критических ситуациях именно кровь донора спасает жизни. В Мирнинском районе всего насчитывает около 600 доноров. В 2016 году впервые было учреждено звание «Почетный донор Мирнинского района». Ими становятся люди, которые сдали кровь более 25 раз. Есть очень хорошие социальные поддержки для донорства. То есть есть донорство безвозмездное и есть платное донорство. То есть от администрации идет очень хорошая социальная поддержка. Заготавливается здесь цельная кровь и форменные элементы, то есть РМАСа, свежезамороженная плазма. При необходимости, если это нужно, заготавливаем еще и тромбомассу. Светлана Маркова на протяжении 15 лет сдала около 19 литров крови. Молодая женщина считает, что таким образом помогает людям, ведь потребность в донорах в районе постоянная. Что-то я хотела в этой своей жизни сделать доброго. И мне показалось, что самый лучший вид сделать добро, помочь людям, спасти кого-то, это, конечно же, сдача крови. И вот в далеком 2008 году я начала, и вот сегодня, получается, у меня 40-я кровосдача. Путь к званию почетного донора России у Светланы пройден, а ими считаются люди, которые за всю жизнь 40 раз сдали кровь и ее компоненты. Ну а пока позволяет здоровье, буду сдавать кровь, утверждает наша героиня. Анна Васильева, Мирный. Занятия по ипотерапии проводятся для участников СВО в Якутии. Она позволяет проводить лечебные мероприятия без возникновения болевых синдромов. Как отметили в Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов, такая терапия позволяет проводить лечебные мероприятия без возникновения болевых синдромов. Во время регулярных занятий стабилизируется работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нормализуются обменные процессы в организме, а также организм адаптируется к физическим нагрузкам. Национальная библиотека Якутии отмечает 98-й день рождения. Официальной датой основания учреждения принято считать 14 сентября 1925 года. Сейчас это одна из крупнейших библиотек на северо-востоке нашей страны. Об уникальном книжном фонде старейшей библиотеки республики и не только готова рассказать наша коллега Мария Кардашевская. В конце 20-х годов прошлого столетия в фонде Национальной библиотеки хранилось буквально 17 тысяч экземпляров. Сегодня книжный фонд составляет уже более 1,5 миллиона экземпляров. И это, конечно же, не только классическая литература в оригинальном издании. Особое место в фонде библиотеки занимают книжные памятники. Это рукописные книги и печатные издания прошлого столетия, а также частные коллекции, которые были переданы известными учеными, писателями и педагогами. Как правило, они бывают либо приобретены нами. Национальная библиотека – это целенаправленный такой поиск, хранение, либо это бывают дарственные коллекции. Да? Люди, которые понимают и осознают значимость Национальной библиотеки как масштабной библиотеки, как хранилище всей документной памяти народов Якутии, они это осознавая передают свои фонды. И, конечно же, это крупные деятели науки, искусства, даже есть спорта. Учреждение идет в ногу со временем, и теперь любой желающий может получить доступ к материалам библиотеки из любой точки мира. В электронном фонде хранится уже около 100 тысяч документов. Это не только книги, но и газеты, журналы, аудио и видеоиздания. Наш читатель имеет возможность поучаствовать в формировании контента электронной библиотеки, то есть сделать заказ на оцифровку определенных документов, заказ на сканирование фрагментов, то есть заказ, бывают такие заказы, как просят сканировать определенные статьи из журналов, газет и изданий других. В середине минувшего века в учреждение приходило буквально 150 человек в год. Сегодня старейшая библиотека Якутии – это не просто читальный зал, но и культурно-просветительский центр, в котором можно прикоснуться к истории и традициям народов Севера. И сегодня, на пороге своего 100-летия, библиотека обслуживает уже 50 тысяч человек в год. Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск.
В день рождения библиотеки провели и награждение победителей фотоконкурса «Сохрани свой город в кадре». Он был приурочен ко Дню города. В течение недели участники присылали на суд экспертной комиссии свои фотоработы исторического и современного облика столицы. Всего в конкурсе приняло участие 20 фотографов-любителей. Экспертная группа выбрала 13 лучших работ, после чего состоялось онлайн-голосование. Победители в 3 номинациях получили ценные призы. Участников наградили дипломами и призами. Так, я сфотографировал епархию. Вот у нас в старом городе находится. Это было дело утром. Хотел снять рассвет утренний. Но получилось так, что я попал в старый город, и мне понравилась очень картинка. Я ее решил запечатлеть на фотоаппарате. И в конечном итоге она пригодилась, и я ее отправил на конкурс. Впервые в Якутии проходит семинар для пчеловодов по сенсорному анализу меда с элементами полинологии. Его ведет один из ведущих специалистов по сенсорному методу оценки качества меда в стране, профессор Уфимского университета науки и технологий, доктор биологических наук Айрат Ишбердин. На занятиях якутские пчеловоды учатся определять качество меда по вкусу, запаху и цвету. После обучения каждый из них получит удостоверение специалиста сенсорного анализа меда федерального образца. А лучшие выпускники станут экспертами в конкурсе пчеловодов в рамках республиканской выставки-ярмарки и смогут установить стандарт качества якутского меда. У нас очень много меда различного поступает в Якутию со всей России. И, конечно, самые различные. Бывает и качественные, бывает и некачественные. Поэтому, соответственно, если мы у себя в республике научимся распознавать и давать покупателям, что же все-таки надо на самом деле есть, а мед – это пища, поэтому мы такой курс организовали. Пригласили наших партнеров, пригласили пчеловодов, и они сейчас узнают, как все-таки их мед надо оценивать по правилам. Более 3700 студентов приняли участие в представлениях на ежегодном традиционном празднике День первокурсника СВФУ. Программа праздника включает в себя приветствие первокурсников по факультетам и институтам и официальную часть с участием ректора и официальных лиц республики и города. Также после данного мероприятия с 6 до 9 часов вечера студентов ждет культурно-развлекательная программа Open Air. За этот год на первый курс в Северо-Восточный федеральный университет поступило более 5700 студентов на все направления. Всего студентов в СВФУ насчитывается 20 тысяч, что на 1000 больше, чем в прошлом году. Я вижу, что в этом году к нам поступили очень энергичные, хорошие, творческие студенты. Я очень надеюсь, сегодня праздник пройдет очень хорошо. Посмотрим на первокурсников. Мы их поздравим, и для них начинается очень интересная жизнь в нашем федеральном университете. Сахафильм презентовал линейку якутских фильмов в первом международном кинорынке в Алматы. Впервые в истории Сахафильма наша кинокомпания участвует на кинорынке как дистрибьютор. 12 сентября мы презентовали 10 фильмов, которые еще не были в прокате нигде. Все прошло успешно, очень тепло встретили наши трейлеры и тизеры, приводятся слова директора кинокомпании Сахафильм Алексея Егорова. Также с 15 по 20 сентября в Алматы пройдут Дни якутского кино, где покажут знаковые фильмы, которые имели награды и призы на кинофестивалях. И в завершении выпуска в спортивном комплексе «Триумф» проходят всероссийские соревнования по боевому и спортивному самбо. Мероприятие посвящено памяти Героя России Александра Рыжикова и сотрудников спецподразделений, погибших при исполнении служебного долга. Подробности в следующем материале. Всероссийские соревнования по боевому и спортивному самбо проходят в 5 весовых категориях – 58, 64, 71, 79 и 88 килограмм. Участие принимают около 100 человек. Это спортсмены с разных районов нашей республики, а также участники из Монголии. Предварительные финальные схватки проходят в 2 возрастных группах. Первая группа у нас 13-15 лет, там выступают как юноши, так и девушки. Это такое у нас мероприятие немножко, оно не отборочное, но мы примерно хотим посмотреть спортсменов для участия, которое будет в следующем году в Детях Азии, Дети Азии соревнования. Также вторая возрастная группа, это 16-18 лет старшие юноши, которые в ближайшее время примут участие в чемпионате Дальнего Востока, который пройдет в городе Чите.
Самбист Павел Гарипов приехал с Алданского района. Самбо он занимается 11 лет и является кандидатом в мастера спорта. На соревнованиях он занял первое место среди спортсменов, участвовавших в весовой категории 64 килограмма. На этих соревнованиях я участвую уже не в первый раз и являюсь неоднократным победителем. Я уже выступил, был у меня спортсмен из Якутска. Он был неплохо подготовлен, но я взял верх над ним и занял первое место. 15 сентября пройдут схватки по боевому самбо мужчин от 18 лет и старше. Победители и призеры будут награждены памятными медалями, грамотами и ценными призами. Даяна Федорова, Артем Алексеев, Якутск. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.